Уйгурские и тюркские активисты Гюльбахар Хативаджи и Калбинур Сиддик, которые были свидетелями различных концентрационных лагерей, построенных во время вторжения Китая в Восточный Туркестан, посетили Финляндию. Во время визита в Финляндию Гюльбахар Хативаджи и Калбинур Сиддик выступили перед финским телеканалом MTV. Свидетели, описывающие геноцид в Восточном Туркестане, заявили, что пришло время признать происходившее там геноцидом. Гюльбахар Хативаджи, эмигрировавшая во Францию в 2016 году, попросили вернуться в Восточный Туркестан и якобы подписать документы, связанные с выходом на пенсию. Когда Хативаджи попала туда, ее обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в обществе. Ее посадили в лагерь для женщин-заключенных и начались годы пыток. После нескольких лет дипломатических усилий Хативаджи воссоединилась со своей семьей во Франции. Она также написала книгу о своем опыте. Китайские власти объявили об отставке марионеточного чиновника Ясина Сиддика, бывшего генерального секретаря Народного правительства так называемой Уйгурской автономной области в Восточном Туркестане. По сообщениям китайских СМИ, 31 мая на втором заседании Постоянного комитета Уйгурской автономной области Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Ясин Сиддик был уволен с поста генерального секретаря Уйгурского автономного района. Китайские СМИ сообщили, что в апреле этого года Ясин Сиддик находился под следствием за серьезные нарушения дисциплины и закона. Китай, в принципе, согласился с администрацией Гаваны создать базу на Кубе для осуществления шпионской деятельности, связанной с США. Газета Wall Street Journal сообщила, что официальные лица США, знакомые с строго засекреченной разведывательной информацией, сообщили, что Китай вступил в сговор с Гаваной с целью создания на Кубе объекта электронного прослушивания. Соответственно, китайские спецслужбы создали на Кубе примерно в 100 милях от американского штата Флорида объект для прослушивания в дополнение к электронным коммуникациям, таким как электронная почта, телефоны и спутниковые сообщения в юго-восточных штатах, где расположены многие военные базы США. Также Китай сможет следить за движением кораблей. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак указал на опасность искусственного интеллекта и заявил, что необходимо принять срочные меры по этому вопросу. Сунак и президент США Джо Байден провели совместную пресс-конференцию в Белом доме после двусторонней встречи. Подчеркнув важность экономической безопасности, Сунак сказал: «Такие страны, как Китай и Россия, готовы манипулировать и использовать нашу открытость, красть нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии в авторитарных целях или изымать важные ресурсы, такие как энергия, чтобы преуспевать». В США наблюдается большая активность по поводу выдвижения кандидатов в президенты на 2024 год, особенно со стороны республиканцев. В то время как у демократов нет сильного кандидата против Байдена, у республиканцев наблюдается инфляция кандидатов. Бывший вице-президент Майк Пенс, который также является влиятельной фигурой после двух ключевых кандидатов, таких как Трамп и Десантис, объявил о своей кандидатуре. Китайская национальная нефтяная корпорация приступила к бурению скважин на глубину 11 100 метров в пустыне Такламакан в Восточном Туркестане, где совершается геноцид уйгуров. После завершения раскопки должны занять 450 дней до достижения глубины, эквивалентной более чем 33 Эйфелевым башням.